Зимние каникулы с пользой. 150 юных технарей и айтишников республики приняли участие в профильной смене Чувашского педуниверситета «Кампус» ЧГПУ. В течение 10 дней они изучали цифровые технологии. Лагерь открыли на средства гранта от Министерства просвещения. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» вуз получил 4 миллиона 200 тысяч рублей. Попасть на кампус было непросто. Отборочное тестирование прошли больше 600 школьников, и только четверть из них смогли принять участие в профильной смене. Для ребят подготовили насыщенную программу. По утрам практические занятия по дискретной математике, информатике и физике в творческих лабораториях. А после обеда лекции с приглашенными спикерами, спортивные игры и интеллектуальные мастер-классы. Образовательная часть состоит из двух компонентов. Первые 5 дней они знакомились с лабораториями, 10 лабораторий, 5 дней, то есть по 2 лаборатории в день. И оставшиеся 3 дня, сегодня вот последний 3-й день, это подготовка кейсов. Над кейсами школьники работают в группах по 15 человек. Здесь, например, ребята собирают автономную солнечную электростанцию, чтобы понять, как она функционирует в реальной жизни. Мальчишки и девчонки придумали интернет-сервис, на котором любой желающий сможет подобрать солнечную панель для своего дома и сэкономить таким образом на электроэнергии. Наш интернет-сервис будет работать так, что человек будет вводить данные о электроприборах, сайт будет высчитывать общее энергопотребление и в зависимости от этого предлагать количество солнечных панелей и их мощность. В другой аудитории к защите готовят кейс по безопасности общения в социальных сетях. Ребята предлагают при переписке с друзьями использовать специальную программу, которая шифрует все сообщения. Сам шифр, он в принципе легкий. Мы изменяем код каждой буквы и переводим назад. Таким образом, мы используем, можно сказать, шифр Цезаря, но немного видоизмененный. А в повседневной жизни это в основном нужно, чтобы никто не узнал твою информацию лично. На профильную смену приехали также 7 школьников из Беларуси. Один из них погрузился в проблему недостатка парковок в Чебоксарах и предложил свое решение. Мне кажется, мы можем это решить, построив подземные, надземные и роторные парковки. Также я уже создал прототипы 3D-моделей, чтобы разместить их в особо плотных районах. Другие группы готовят к защите кейсы о загрязнении Волги, сокращении убыли населения республики, увеличении заработной платы и о других злободневных проблемах региона. В заключительный день смены они представят свои проекты жюри. Школьник, который лучше остальных справится с презентацией своей идеи, получит путевку на Всероссийский кампус молодежных инноваций, который пройдет осенью. Анжелика Артемьева, Игорь Ульянов, Вести Чувашия.